Студенты профильных технических факультетов НГТУ и студенты агроинженерного факультета АГУ выступили в роли наставников для учащихся абхазских школ. За весь период работы география проекта охватила все 7 районов Абхазии. Инженерные компетенции освоили более 800 школьников из 24 образовательных школ республики. Мы с вами проделали огромный путь, и впереди нас ждет защита непосредственно проектов, которые вы делали на протяжении 1,5 месяца. Очень рада вас сегодня видеть. Сегодня с нами присутствуют не только те, кто защищаются, но и те, кто будут сегодня внимательно смотреть, слушать и, надеюсь, в следующем году в том числе поучаствуют в нашем проекте. Ведь проект не заканчивается, проект будет продолжаться также в следующем году, поэтому мы, конечно же, с нетерпением ждем следующего года и большего вовлечения вас, школьников, в наши проекты. Во время сопровождения этого проекта мы видели столько горящих глаз, подходящих к своим проектам с энтузиазмом, с волнением. Я знаю, что многие сейчас немножко волнуются, но я вас предвосхищу, вы, пожалуйста, не переживайте. Мы тут не для того, чтобы вас строго судить, мы тут для того, чтобы вас поддержать. На завершающем этапе учащиеся 8-11 классов представили свои проекты. Выступало 8 команд со всех районов Абхазии. Они представили свои работы. Участники могли выбрать из таких тем для своего проекта, как мини-ветрогенератор, автономное устройство на солнечных батареях, рука-робот с управлением с помощью датчиков. Цель проекта – ориентировать школьников на выбор технических специальностей. Первая команда была столичной. Учащиеся презентовали свой проект по созданию прототипа автомобиля, работающего на солнечной энергии. Мы хотели не просто сделать игрушку, а продемонстрировать, как принципы устойчивого транспорта могут быть реализованы на практике. Для достижения этой цели мы поставили перед собой ряд задач от изучения теоретических основ работы солнечных панелей до финальной сборки и тестирования нашей модели. В основе нашей модели лежит фотоэффект. Солнечный свет падает на панели и выбивает электроны. Так рождается ток для питания автомобиля. А школа Гудауты представила проект ветрогенератора. Проект, как отмечала команда, демонстрирует, что даже простая модель может стать первым шагом в понимании этих важных технологий. Преимущество. Легко собрать, работает даже при слабом ветре. Ему все равно, с какой стороны дует ветер. Работает тише, чем другие ветряки. Более безопасен для птиц. Недостатки. Низкая мощность. Полученная энергия сразу тратится, то есть нет возможности ее хранить. Поэтому модель можно доработать в дальнейшем. Где лучше установить? И в горных районах, и у моря разницы нету. Главное, чтобы ветру ничего не мешало. А как вот величина лопастей влияет на вырабатываемое? Чем, может, если больше были, если бы больше были лопасти, она бы сильнее была? И вот лампочка загорелась, да? Да. Достаточно сильный ветер. Да. Ну, может 5-7 км. Нет. Нет. Секунду. 5-7 метров в секунду. А если масштабировать вот это, допустим, в 10 раз увеличить вот вашу конструкцию? Ну, лампочка будет гореть сильнее. В итоге первое место заняла Гулрыбская средняя школа имени Даура Бигвава, второе – Ткварчалская средняя школа номер 1, третье – Гудаутская школа номер 3. Победителям были вручены дипломы и памятные призы. Айлида Арутюнян, Давид Хашик, канал Ласурия, Абхазское телевидение.